Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в центре Ражского района в поселке Гарм после реконструкции сдал в эксплуатацию площадь государственного флага и государственного герба. Для площади государственного флага и государственного герба в центре поселка Гарм выделено 2320 квадратных метров. Эта площадь создана рядом с административным зданием исполнительного органа государственной власти. Высота флагштока составляет 45 метров. Длина полотна флага равна 14 метрам, ширина 7 метрам. Государственный герб установлен на высоте 24 метров. Наряду с созданием площади государственного флага и государственного герба также завершился текущий ремонт здания исполнительного органа государственной власти района. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, дал высокую оценку работам, проделанным строителями, и напутствовал ответственных лиц на деятельность по созиданию и благоустройству. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Ражском районе сдал в эксплуатацию здание Центра здоровья, двухэтажную центральную больницу и трехэтажный лечебно-диагностический центр. После строительства и реконструкции имеющихся зданий лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что строительство и реконструкция здания Центральной больницы выполнены в рамках государственного инвестиционного проекта с затратой 90 миллионов сомани внутренних средств и зарубежных инвестиций. В этих зданиях расположены отделения лечебно-диагностического центра, а также современный родильный дом,
оснащенный новейшим оборудованием и техникой. В нем имеются 188 спальных коек. Лечебно-диагностический центр состоит из приемного отделения, отделений оперативной медицинской помощи, диагностики, лаборатории, хирургического, родильного, гинекологического, педиатрического отделений, отделения для взрослых и интенсивного лечения с 60 спальными койками. В рамках осуществления проекта завершена реконструкция линии питьевого водоснабжения, подземных вод и воздухоочистительного оборудования, электроприборов и строительного объекта для производства лечебного газа жидкого кислорода. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку строительным работам, ремонту и реконструкции объекта, напутствовал медиков на качественное выполнение своей профессиональной миссии. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел теплую беседу с детьми-сиротами и вручил им ценные подарки, порадовав каждого из них. Ценные подарки главы государства 38 детям-сиротам, 18 из которых являются круглыми сиротами, состоят из школьной и повседневной одежды, обуви, школьных сумок, учебных пособий и денежных средств. Получив ценные и памятные подарки, после искренней и теплой беседы дети еще раз осознали, что лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, является лучшим попечителем и благотворителем на жизненном пути детей-сирот. Поэтому каждый из них радостно заявил, что они являются счастливыми детьми периода независимости и живут в стране, где находятся под постоянной опекой, заботой и ощущают поддержку. Следует отметить, что глава государства в ходе каждой своей рабочей поездки в города и районы страны непременно проводит теплые встречи с детьми-сиротами и беспризорными, знакомится с условиями их жизни. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, по-отцовски в теплой беседе с детьми-сиротами и беспризорными детьми, которые волею судьбы лишились родителей, повторно подчеркнул, что никогда не оставит их одних и до вступления в самостоятельную жизнь будет их опекать. В ответ на заботу и поддержку дети-сироты пообещали, что с использованием благоприятных условий и возможностей, созданных для них, будут повышать уровень своих знаний, активно участвовать в конкурсах и в скором будущем умножить славу Таджикистана. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в селении Почой-Пойон сельского джамуата имени Бокира Химзода Ражского района сдал в эксплуатацию здание среднего общеобразовательного учреждения номер 54. В современных классах этой школы в 2 смены смогут учиться 780 учащихся. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил созданные условия и напутствовал подростков на эффективное использование современных учебных возможностей, примерную учебу и любовь к родине. Здание среднего общеобразовательного учреждения номер 54 в рамках подготовки к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан и напутствия лидера нации построены по инициативе жителя Ражского района Мухиба Бобуджонова и его детей. Благодаря государственной независимости и постоянной поддержке главы государства, сегодня каждый житель республики, в том числе представители частного сектора, стремятся внести свой вклад в реализацию социальной политики правительства страны во имя светлого будущего подрастающего поколения. Здание среднего общеобразовательного учреждения номер 54 построено в соответствии с современным проектом и международными требованиями. Учащиеся могут изучать точные и естественные науки в кабинетах химии, физики, биологии, информационных технологий и других. В классе технологии учащиеся со школьного возраста осваивают различные ремесла, используя современное оборудование. Также для девочек есть отдельные классы, где они осваивают швейное дело и кулинарию. В подвальном помещении для физического воспитания школьников построен спортивный зал. Также подростки и молодежь имеют возможность тренироваться на спортивной площадке возле учреждения. Общая площадь территории школы составляет 1,5 гектара. Здесь в соответствии с требованиями созданы условия для отдыха воспитанников. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил инициативу патриотически настроенных предпринимателей и напутствовал учителей на эффективное использование имеющихся возможностей и воспитание подростков в духе самосознания.
В этом году в целях повышения качества обучения английскому языку в Ражский район привлечены 15 молодых преподавателей из других городов и районов страны. По напутствию главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, предприниматели обязались построить дошкольное учреждение на 300 детей. В рамках напутствия главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, семья предпринимателя Мухиба Бобуджонова внесла заметный вклад в работу по благоустройству Ражского района, в том числе строительство дорог и мостов, образовательных учреждений, проведение линий питьевой воды. Ими же заасфальтирована сельская дорога протяженностью более 5 километров. По напутствию главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, предприниматели обязались внести вклад в создание гостиниц, домов отдыха в Ражском районе, в том числе в знаменитом ущелье Комару. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию здание сельского джамуата Боки Рахимзода Ражского района. В ходе ознакомления было сообщено, что в двухэтажном здании сельского джамуата Боки Рахимзода созданы благоприятные условия для работы. Также в здании имеется просторный актовый зал. Строительные работы начались в мае 2023 года и завершены при финансировании исполнительного органа государственной власти Ражского района. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и напутствовал рабочих и специалистов на качественное выполнение служебных обязанностей. Наряду с этим в здании джамуата создан музей поэта Боки Рахимзода, на котором установлен его бюст. Здесь каждый может ознакомиться с образцами стихов и биографией поэта. Внимание к представителям деятелей науки и литературы берет начало от созидательной и культурной политики главы государства, способствует представлению творчества и поучительной жизни славных сыновей таджикского народа.